В Ухте провели военно-полевые сборы для всех желающих вспомнить армейские навыки. Мобильный резерв организовала Федерация военно-тактических сил Республики. Жизненно важным опытом делились эксперты и ветераны боевых действий. Подробнее Виктория Науменко. Только так на практике наставники с боевым опытом передают ценные навыки участникам военно-полевых сборов. Ухтинская заброшка становится местом отработки боевых действий. По легенде, в здании может находиться вооруженный противник. Это контролирует. Садится на этот угол, держит тот угол. Хоп, контроль. Быстро перебегаешь в эту сторону, держишь сам. Контроль. Работа двойками, тройками, тактическое взаимодействие и даже элементарные навыки использования оружия. Во время военно-полевых сборов все это напоминают и даже дают с нуля. А потому полезны они для людей разного уровня подготовки. Участникам от 18 до 60 лет. Приехали не со всей республики. У некоторых за плечами армейская служба или страйкбольный клуб. В наше непростое время любые навыки, они необходимы, я считаю, для защиты Родины, для защиты своих близких. Потому что не равен час, всех могут отправить на фронт. Поэтому лучше быть готовым хоть как-то, чем вообще никак. Здесь, я считаю, что собрались толковые люди, которые могут объяснить, показать, научить. Есть и те, у кого пока опыта нет. Сотрудник Сыктывкарского центра патриотического воспитания Ксения Вакуева только однажды принимала участие в подобных сборах. И теперь не только открывает для себя новые важные и полезные навыки, но и готова передавать их подрастающему поколению. На данный момент не так много специалистов, которые дают знания по тактике. Это чаще всего ветераны боевых действий. И в рамках рабочей деятельности это всегда применяется. И те знания, которые мы получаем там, по медицине, по РХБЗ, мы обязательно передаем детям. Кроме военной подготовки, здесь дают и основу медицинской. Задействованы, к слову, настоящие аптечки, содержимое которых применяют на поле боя. Навыки использования медицинского оборудования – одно из важных направлений подготовки. У нас есть различные жгуты, такие уже, скажем, консервативные, есть нового поколения жгуты-турникеты. После остановки кровотечения, как правило, применяются гемостатики, это специальные средства по остановке крови, то есть они придают такой определенный состав желеобразной крови для того, чтобы прекратить кровопотерю. В принципе, различные гемостатики, губки гемостатические, то, что, в принципе, очень можно легко найти в аптеке, да, вот ребятам, которые, скажем, сейчас едут на мобилизацию, им вполне можно, это в доступности все эти средства можно достать. Военно-полевые сборы проходят на протяжении 2 дней с ночевкой в полевых условиях. В первый день отработка боевых навыков в здании в черте города, во второй – на полигоне «Легион». Подготовить Ухтинский полигон к масштабным мероприятиям удалось благодаря выигранному муниципальному гранту. К масштабному мероприятию готовились год назад, когда провели первое. Написали грант, нам его одобрили. На этот грант приобрели палатку большую на 40 человек. Составили списки, пригласили людей. В целом по республике подобные военно-полевые сборы проводят 6-й год подряд. Но эти ухтинские оказались особенно масштабными и своевременными. Мы уже с 2016 года этим занимаемся. Встречаемся на различных площадках, различных районах Республики Коми. Поэтому, естественно, будем только увеличивать темпы. Задачу поднять уровень национальной безопасности, то есть подготовить элементарно. Мы же понимаем, что сейчас идет мобилизация, да, поэтому человек хотя бы какой-то тот хороший минимум должен получить. По мнению организаторов, пройдя такую подготовку, участники будут готовы к призыву на военную службу. В планах проводить подобные сборы чаще и по всей республике и улучшать качество подготовки бойцов. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.